В Ухте определили лучших наставников и подопечных среди педагогических работников дошкольных учреждений. Такой конкурс местная администрация проводит впервые. В планах развить его до республиканского масштаба. О том, как эффективно передавать и перенимать профессиональное мастерство, узнала Виктория Науменко. Забудьте все, чему вас учили в вузе. Нередко слышат выпускники университетов, устроившись работать по специальности. И молодым специалистам приходится только перенимать опыт у старших коллег. Это касается любой профессии, тем более такой специфической, как работа с малышами. А перенимать опыт эффективнее у того, кто готов им делиться. Участники этого первого в республике конкурса – пары специалистов, наставники и подопечные, показывают, как им удалось выстроить продуктивное взаимодействие. С 2020 года мы реализуем целевую модель наставничества на территории города Ухты. Это очень важно. Она состоит из 5 направлений. Так вот, одно из этих направлений сегодня мы и показываем в рамках данного чемпионата. Конкурс состоит из 2 этапов, 2 туров. Один заочный, другой в очном формате. Сегодня мы представим в очном формате. Это материалы педагогов. Значит, стажист должен представить своего наставника, рассказать о его особенностях работы, о результатах работы. А молодой, в свою очередь, должен будет продемонстрировать и рассказать о том, что хорошо, что лучше всего у него получается. То есть на эту тему и должно быть выступление молодого специалиста. Местом проведения конкурса не случайно стал детский сад номер 32, что в поселке Ярига. Это опорно-методическая площадка по программе наставничества в сфере педагогики. Наставничество на сегодняшний день очень актуальная тема. Сама по себе знаю, что молодым педагогам очень тяжело адаптироваться в дошкольных образовательных учреждениях. Поэтому, закрепляя за ним наставников, им становится легче работать, быстрее они входят в коллектив и получают успехи. Воспитатели, музыкальные руководители, учителя, логопеды, дефектологи, инструкторы по физической культуре представили 9 проектов эффективной работы с детьми разного возраста и в различных сферах. Развитие речи малышей, двигательная активность. Как показывают участники, в сфере дошкольного образования есть место творчеству. Мониторное обучение – это когда маленькие дети берут на себя роль воспитателя и ведут занятия, проводят какие-то элементы занятия, игры, чувствуют себя взрослыми. Найти своего наставника – главная составляющая успеха. Так считает логопед Лилия Буторина. Ей, судя по результатам конкурса, это удалось. Со старшей коллегой Еленой Кочурой они занимают первое место. В 2019 году Лилия Константиновна пришла к нам в учреждение после окончания университета. И я стала ее наставником, стала вводить ее в профессию, раскрыла интересные моменты нашей профессии. И так вот мы нашли друг друга. Я из таких из ряда почемучек. Я все время подходила, спрашивала, а как, а что, а почему. И мы с Еленой Викторовной сблизились, как, можно сказать, в дружеских взаимоотношениях, ближе друг к другу стали. И очень колоссальный опыт она мне передала, и за что я ей безмерно благодарна, что она встретилась в моей жизни как наставник. Все участники и победители получают денежные призы. Но главное – это стимул для дальнейшего развития. Конкурс педагогов-наставников в Ухте станет ежегодным, а еще республиканским. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.